Дагестан. История этого горного края знает немало имен своих достойных сынов, которые в разные годы сделали много полезного для своего народа. Но некоторые из них незаслуженно забыты, другие обросли противоречивыми небылицами. А об отдельных известно очень мало, поскольку люди, знавшие их историю, давно перешли в мир иной. Сегодня мы расскажем вам факты о личности человека, жившего в тревожные годы конца XIX и начала XX века. Его имя обросло легендами и преданиями, которые из уст в уста передают друг другу в качестве назидания и достойного примера, благородства, любви к родине, несгибаемой веры к Создателю, которая дает силы в трудную минуту и обогащает духовно. Родился Хаджи Муса в 1846 году в маленьком горном селении Кукни Казикумухского округа, которое издревле славилось своими учеными-богословами. В ближайших селах выходцев из Кукни называли Кукнал Куранчитал, то есть кукнинскими знатоками Корана, поскольку здесь уделялось большое внимание обучению книги Всевышнего. Аксакалы рассказывают, что в этом селе было 9 алимов, которые обучали своих односельчан Корану и другим доступным в то время наукам. Это и объясняет появление именно в этом селе ученого такого уровня, как Хаджи Муса Хаджи. Поскольку я знаю, Хаджи Муса Хаджи, его отец был Сулейман. Сулейман Кудальский, Куда Сулейман. А Сулеймана отец был Куда. Этот человек, говорят, был выходцем смешанного брака аварскими населением, это Соград. Хаджи Муса Хаджи дед Куда. Он был хорошим кунаком шейха Абдурахман Хаджи Соградинский. А Сулейман Хаджи Муса Хаджи отец был хорошим другом шейха Абдурахман Хаджи Соградинский. Надо отметить, что отец Хаджи Мусы Сулейман обладал знаниями в различных областях, как и многие ученые того времени. К нему обращались сельчане со спорами в житейских вопросах, он отлично знал тонкости в области права, знал астрономию, врачевание и другие науки. Когда эпидемия холеры распространилась в селе, и люди один за другим стали умирать, сельчане обратились к нему за советом. Он сказал: «Сейчас нельзя ничего сделать, но я предвижу один черный день, который придет очень скоро. В нашем селе одновременно умрут 40 человек от этой страшной напасти. И вот тогда настанет время, когда Создатель внемлет мольбе страждущих». И вскоре этот день настал. Действительно, 40 похорон не успевали людей хоронить. И он тогда прочитал все нужные молитвы, обратился к Аллаху, и болезнь пошла на убыль. 93 человека, оказывается, умерло всего, а в тот день 40. Фактически больше, чем треть села. В том числе умерла и жена Куда Сулейман. Это была аварка из селения Сагратель. С Сагрателем Сулеймана связывали не только родственные связи, но и дружественные отношения с Абдурахманом Сагратлинским, который являлся еще его наставником. Говорят, он-то и посоветовал Сулейману жениться во второй раз, после того, как он остался вдовцом с 2 маленькими детьми. «Есть в твоем селении вдова с 5 сиротами. Если ты женишься на ней, то она родит тебе сына, который будет отмечен Всевышним». Так гласит народное предание. Со временем Патимат, именно так звали эту вдову, родила Кудал Сулейману 2 детей – Сапижат и Хаджи Мусу. Родились 2 – мальчик и девочка. Вот мальчик и был Хаджи, который впоследствии стал Хаджи Муса Хаджи. И, как предсказывали, он уже с детства отличался необыкновенным любовью к знаниям. Очень был развитый во всех отношениях. У горцев было принято с детства обучать детей грамоте. Так, с 7 лет Хаджи Муса начинает постигать азы знаний.
Параллельно с этим отец приобщает его к работе в поле, уходу за скотом и другим мужским ремеслам. Через 2 года Сулейман умирает, и Хаджи Муса становится сиротой. Мать, видя вот тягу его к учебе, к знаниям, послала гонца опять-таки куда? В Саграталь. Это еще говорит вот о наших связях, да, внутренних связях. Потому что для настоящих мусульман нет же национальности. И снова буквально сказала: передай несколько слов. Вот тот мальчик, о котором ты говорил, достопочтеннейший, действительно очень тянется к свету, Всевышнему и к знаниям. А дальше ты сам знаешь, что делать. К вечеру следующего дня в Кукни появились 2 всадников. Дагадыкане села, объяснив аксакалам, что они являются мюридами Абдурахмана Сагратлинского и приехали сюда по его поручению, попросили показать им дом вдовы Кудал Сулеймана. Сулейман, Хаджи Муса, Хаджи отец и шейх Абдурахман, они настолько были близки, друзьями, как братья. Они дали слово друг другу. Если кто-либо из них раньше умрет, а тот должен заботиться о семье, о детях. Вот. Ну, судьбой так распорядилось, что Хаджи Муса Хаджи, отец Сулейман, раньше умер. Сагратлинский шейх Абдурахман Хаджи взял вот друга, сын, это Хаджи Муса Хаджи, к себе Сагратль. Вот. Там учился у него очень долго. Сагратль в те времена был одним из центров исламской культуры в Дагестане. Наряду с религиозными науками, согласно арабо-мусульманской традиции, здесь изучали философию, естественные и гуманитарные науки. Завершив обучение в Сагратле к 22 годам, Хаджи Муса возвращается в родное село. Жена Зузу рожает ему 2 дочерей – Рабият и Умму Гайбат. Умму Гайбат, рожденная слабой и болезненной, в возрасте 5 лет покидает этот мир. К этому времени Муса становится известным алимом не только в Казикумухском округе. По приглашению джамаата едет в Нижнеказанежское медресе, где в течение полугода дает лекции и участвует в религиозных диспутах наряду с другими учеными Дагестана. Здесь я хочу добавить еще одну вещь. Была кумыкская женщина из Нижнего Казанежья. Она рождение брала у Хаджи Муса Хаджи жены Зузу, чтобы быть второй женой. А та не совсем соглашалась, но в конце концов эта кумычка женщина сумела убедить ее. Она махар сделала, стала женой. У них родился сын. Бурлият, вторая жена Хаджи Мусы, родила ему сына Мухаммад Загида, который рос нездоровым ребенком и к 12 годам скончался. Хаджи Муса полностью погружается в работу, преподает в родном селе, пишет книги, регулярно посещает библиотеки в Казикумухе и Сагратле. По совету Абдурахмана Сагратлинского едет в Бухару и Самарканд. Посещает многочисленные зиараты суфийских наставников, средневековые обители дервишей и школы, которые в течение многих столетий готовили ученых исламского мира. Видимо, там он начинает задумываться о строительстве медресе университетского типа в родном селе, знакомится со строителями и меценатами. В 1877 году возвращается на родину, где в воздухе витает дух восстания. Он был пламенный патриот, как вообще все святые люди, они были пламенные патриоты своей родины, прежде всего независимости, потому что для них это еще шло от шейха Магомеда Яракского, понятие вот, свобода, независимость, братство всех наших мусульман, горцев стояли на первом месте. Но уже к тому времени, вы знаете, Дагестан был покорен, но не смирившись. Еще дух вот этой свободы витал в горах, и в результате опять очагами стали 2 центра, о которых я уже упомянул. Это наша Лакия
Вот она, буквально эти села, которые находились у Мухи, Хури, там дальше, и Сагратель. Понятно, что Хаджи Муса не мог оставаться в стороне от восстания, когда тут и там происходили стычки горцев с царскими солдатами. Распространялись слухи о том, что на помощь дагестанцам спешат турецкие войска. А когда пришла весть о том, что объявлена священная война Газават, и сын Абдурахмана Сагратлинского объявлен имамом, что многие крепости гауров пали, а их командиры в плену, Муса в один из четвергов начала сентября 1877 года на Казикумухском Майдане выступает с пламенной речью, призывая всех, кто в силах держать оружие, поддержать восставших. К тому времени, имевший большой авторитет и большой вес, он счел своим долгом обязательно поддержать восставших. А чем он мог поддержать? Мечом? Нет, его оружие было слово. И он выступил с пламенной такой речью, обратился, где поднимал дух. И был за это сослан на каторгу. Арестован, сослан на каторгу. Восстание было подавлено. Хаджи Муса Хаджи, не возвращаясь домой, когда лучшие сыновья Лаки отправляют в Сибирь, я не должен сидеть это картух. Хочется вертал Сибирлют или Бухлеса Чумал, на картух шайком кайке саркуну, он с этим пошел. Негоже отсиживаться за печкой, когда лучших сынов гор отправляют в Сибирь. Видимо, чувство вины не давало ему покоя, ведь его слова на Казикумухском Майдане побудили многих его соплеменников взяться за оружие. И теперь они вместе должны разделить участь ссыльных. Вместе с ним была готова разделить тяготы и лишения каторг и его вторая жена Бурлият. Куда муж, туда и жена. Был один ответ на все уговоры родных не делать этого. Видя решимость и твердое намерение горянки, Мусе ничего не оставалось, как дать развод жене, дабы сохранить ей жизнь. Вообще люди ученые, я заметил, переносили вот эту каторгу намного легче, и наши мусульманские богословы, потому что опирались на два момента. Прежде всего на свою веру, и второе на свои знания. И они в этих условиях каторги фактически продолжали множить свои знания. Единственное, ему очень тяжело было переносить морозы, это же трескучие морозы. Морозы были переносить не то, что ему, всем. Многие умерли от холода. Многие умерли, которые были сильные. Но больше всего потрясло его известие из Дагестана о том, что его учитель Абдурахман Сугури перешел в мир иной. Он взрослый мужчина, плакал как ребенок. Но время, как известно, лучший лекарь. Прошел год, и известие о амнистии по случаю коронации Александра III встретил с радостью, поскольку сильно истосковался по родине. Вернувшись домой, Хаджи Муса решает посвятить себя обучению детей. Через некоторое время к нему прибыл офицер из Семирхан-Шуры по просьбе генерал-губернатора Чавчавадзе. Дочь губернатора была очень красивой, но серьезно болела. С этой 18-летней девушкой часто случались припадки. Ее отец делал все, что мог, чтобы вылечить дочь. Даже за границу возил, но ничего не помогало. Узнав, что Хаджи Муса занимается врачеванием, князь обратился к нему. И Муса сказал: «Дай мне неделю, и все будет в порядке». Действительно, на 7-й день девушка накрывала на стол к обеду, как ни в чем не бывало. Князь был состоятельным человеком и хотел отблагодарить Мусу, предлагал ему деньги и золото. Он сказал: мне ничего не надо. Это мне ни золота, ни серебра, ничего не надо. Мне надо, говорит, свобода веры, чтобы мне не мешали. На все предложения денег или как-то оплатить его услугу, Муса отвечал, что ему этого не надо, и если губернатор хочет что-то сделать для него, то пусть снимет надзор и даст возможность свободно передвигаться. Князь был поражен, ему и раньше доводилось слышать о чудесах, которые творят суфии, но чтобы так вылечить безнадежно больную,
ту, которую не смогли вылечить ни в России, ни за рубежом, не прибегая к дорогостоящим лекарствам и порошкам, вылечить всего за несколько дней. Это ли не чудо? Но когда знакомишься с высказываниями выдающихся суфиев того времени о Хаджи Мусе, многое становится понятным. Сайфулла Кадир Кудси говорит, я, говорит, увидел Всевышнего Аллаха во сне. И увидев его, я получил большой нур, и я, говорит, начал с такой сосредоточенностью просить Всевышнего Аллаха, делать дуа Всевышнему Аллаху. И я слышу, говорит, такой призыв, голос, что ты ищи и требуй дуа, чтобы за тебя делал Хаджи Муса Хаджи Кухнинский. Поистине, говорит, его дуа сейчас принимается. Это многое объясняет. И исцеление дочери князя, и многие другие караматы, о которых и сегодня ходит молва в народе. Генерал сдержал свое слово, и с Хаджи Мусы был снят надзор. Более того, ему было разрешено отправиться к святыням ислама в Саудовскую Аравию. По дороге в хадж Муса прибывает в Азербайджан, где знакомится с нефтепромышленником и большим меценатом Тагиевым. В Египте со строителями и реставраторами. В Каире посещает мечеть султана Хасана, сына Фатимы, дочери пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Дело в том, что Муса задумал построить медресе в родном селе, по подобию именно этой мечети. Причем я не сказал бы, что там превалировали обязательно богословские науки. Да, это первая основа, потому что это мусульманское, надо знать. Вместе с тем, не считался он по-настоящему алимом и ученым, если он не знал математики, астрономии. Факт то, что многие естественные науки, которые преподавались в лучших вузах тогда России, они преподавались и в наших лучших медресе. Сегодня сохранилось много тому свидетельств, что в Кукнинском медресе давались разносторонние знания. Выпускником этого учебного заведения, то есть алимом, называли обладателя 24 наук, то есть того, кто обладал всеми доступными в то время знаниями. Это не было закрытое училище только для кукнинцев. Здесь обучались мутаалимы со всего Дагестана, а преподавали самые прогрессивные умы того времени, разных национальностей. Оно проработало до 1926 года, из года в год выпуская ученых, которые были востребованы не только в республике, но и далеко за ее пределами. Вот там было мадресе. Трехэтажное здание. Там же было и общежитие, и столовая тоже была. Многие думают, что мадресе – это только религиозные знания. Там же давались все науки. Математика, философия, астрономия, логика. Даже логика, представляете? Со всех сторон Дагестана приезжали сюда на учебу. Всего около 200 учеников. Из Чечни тоже приезжали. Но дисциплина была очень строгая. Надо отметить, что на строительстве мечети работало поочередно 30-50 человек с разных аулов Дагестана, как мастеров своего дела, так и обычных людей, приехавших, дабы помочь и внести свою маленькую лепту в это богоугодное дело. Известно, что Хаджи Муса сам ездил в Среднюю Азию за специалистами по орнаменту. На первом этаже располагались хозяйственные помещения и учебные классы. Второй служил общежитием для учащихся. Третий – комната для преподавателей и библиотека. Во дворе медресе располагался небольшой фонтан. Неподалеку, ближе к реке, находилась мельница. Хаджи Муса Хаджи был мельница на 3 жерновах. Одно жерново работал на медресе, и это вот медресе и мечеть одно жерново. Второе жерново работал для дома, а третий для джамата. К сожалению, сейчас вода смывает эти реки, там ничего не осталось. У Хаджи Мусы рядом с медресе были поля и пастбища, 2/3 дохода которых он расходовал на нужды медресе, помимо добровольных пожертвований односельчан и доли заката, который выделялся с мечети. Кади из Кубра, которому довелось здесь учиться, рассказывал, что образовательный процесс был поставлен на высоком уровне с неукоснительными правилами, нарушение которых строго наказывалось. Учащиеся были разделены на 32 группы, в каждой по 3-6 человек. Всего насчитывалось 120 человек. В медресе
Хаджи Муса Хаджи не только были, говорят, которые были преподаватели наши, имена их сохранились, там Чеви Хасан, Хун Хасан и Селенин Савкара, сын Сейфулла Кади Хусейн, он тоже, говорит, он был большим алимом, ученый в большой степени, и он там тоже преподавал. И есть имена, которые сохранились, есть, которые уже не помнят. И не только лаксы были, и других национальностей тоже, говорят, были преподаватели в этом медресе. Кукнинская медресе просуществовала до 1926 года, пережив Хаджи Мусу на 16 лет. 20 января 1910 года Муса предстал перед Господом миров. 3 дня к его дому шел неиссякаемый поток людей. На сельском кладбище над его могилой воздвигнут зиарат, который НКВДшники много раз пытались разрушить, дабы его имя предать забвению. Но все в руках Создателя. Всевышний сохранил его до наших дней, пусть и не в первозданном виде. Сегодня здесь можно встретить верующих не только с Лакского района, но и тех, кто пришел сюда в поисках благодати с разных районов Дагестана, а также из-за пределов нашей республики. Баракат Хаджи Муса Хаджи, он продолжался после его смерти тоже, то есть те выпускники этого медресе, алимы, которые остались, хотя из них многих и репрессировали, посадили в тюрьму, но оставшиеся алимы, которые у нас были в лакском народе, это были все выпускники, в основном 90% все были выпускники этого медресе. И баракат Хаджи Муса Хаджи был в том, что те знания, которые они у него получили, они распространяли эти знания. То есть, чтобы кто-то спросил про религию, ислам, Аллах, вот это в памяти людей, баракатом этих ученых, выпускников этого медресе остались. О широкой географии учащихся медресе свидетельствует история о сельском учителе села Кукни. Приехав в город Сочи, он познакомился с абхазцем, который, узнав, что он из Дагестана, начал интересоваться, какой он национальности и в каком из сел Лакского района он проживает. После чего пригласил его в гости к себе домой, стал его обхаживать, угощать различными блюдами, сопровождал его везде и во всем помогал. На вопрос пожилого учителя, в чем дело и почему тот так заботится о нем, абхазец ответил, что его отец учился в Кукнинском медресе и часто с благодарностью вспоминал эти годы. И таких историй немало. Был такой Асадулла, выпускник этого медресе. У него есть племянник, доктор медицинских наук. И сейчас работает по своему профилю. Он рассказывает, я учился тогда на 5-м курсе мединститута. Подходит ко мне дядя, вытаскивает золотые часы с цепочкой и говорит, если ответишь на 5 моих вопросов, то часы твои. Что там думаю, какие у него могут быть вопросы, которых я не знаю? Начал спрашивать. Историю, произошедшую с ним, Гусейн Камалович описал в своей книге «Убри и убра» в подробностях. Первый вопрос касался медицины, но я не смог найти на него ответа. Другие вопросы были из других областей, на которые я тоже не нашел ответа, хотя все эти вопросы касались учебной программы. Причем я был на хорошем счету у преподавателей и учился на 4 и 5. После чего он сам дал на них настолько исчерпывающие ответы, что я был поражен его ученостью. Видя мое изумление, Асадуллах сказал: «Вы думаете, что мы знаем только богословские науки, тогда как нас обучали всему, и мы знаем больше вашего о строении тела и души». Это было очень известное медресе, даже в арабских странах. Будучи в Каире, он читал лекции, и его запомнили. Когда кто-либо говорил, что он из Дагестана, они сами говорили название этой местности. Много еще интересных историй знает в народе, связанных с этим благородным и богобоязненным человеком Хаджи Мусу из Кукни. Ведь помимо обучения в своем медресе, он помогал людям и в житейских вопросах, будь то поиск пропавшего скота, исцеление в болезнях и многое другое. Величайший суфий, наставник Нахшбандийского и Шазалийского тарикатов Сайфулла Кади Башларов знал об уровне Мусы и высоко ценил его. Хасан Афанди из Кахиба в своей книге «Сираджу Саадат» описал в подробностях все высказывания своего учителя, и желающие могут ознакомиться с ними. Вот эта книга «Сираджу Саадат», где-то 6 случаев, другие случаи тоже интересные здесь рассказываются. Всевышний Аллах показал мне, говорит, много валиев Аллаха, любимцев Аллаха, и
когда он потом рассказывает, первый же случай рассказывает про случай с Хаджи Муса Хаджи, показывает, что этот человек тоже вали Аллаха, любимец Всевышнего Аллаха. И то, что у нас в памяти людей осталось, и то, что на сегодняшний день тоже люди посещают, получают баракат от этого зиярата, это значит, иншаллах, в этом есть большой баракат и для тех, кто посещает. И то, что такой зиярат, такой человек у нас похоронен на нашей лакской земле тоже. Сегодня мы рассказали лишь маленькую часть из жизни выдающегося горца, любимца Аллаха, патриота своей родины, человека, любившего свой народ настолько, что